Герои в каждой семье. У всех своя история, героическая, трагическая, порой даже драматическая. Истропил Султыгов, узнав о проекте «Дорога памяти», не раздумывая, начал искать все сведения о дяде, чтобы занести их в единую базу. Убятий Султыгов был призван на войну в 1941 году. Сейчас он в списке без вести пропавших. Как раз он приехал в финский Темтахан, он там отслужил, приехал. После этого его забрали сюда, и оттуда ответа нету. Его в Ростов забрали, говорят, что в Ростове он был, служил. Оттуда его перебросили в Сталинград. А потом мать написала, говорит, в 1941 году. Где мой сын, погиб он или жив? Ответа не было, вот ее письмо бабушке. Фотографии на руках практически у каждого человека. Братья Макшарип и Рашид Умаровы о дяде информацию искали, не покладая рук. Абдурахман Умаров был призван комиссариатом Ингушетии. В поисках информации о пропавшем без вести бойце племянники потратили немало времени. Писал везде, находился в этом архиве Подольске. Потом в поисковых группах, жди меня передачи. И лечащий, когда он в госпитале лежал, лечащий врач я нашел. Через это девушки я нашел его. Все документы, которые были у нее, как он выписался оттуда, с госпиталя. И, находясь в этом госпитале, в 1943 году, 18 апреля, он опять подает рапорт на дальнейшем службе. Среди наших всех братьев он вообще единственный отличался. По-мужественно отличался. Ничего не боялся. У него вот отмороженные пальцы были. Вот эти пальцы у него там в госпитале удалили. Каждая из этих фотографий имеет свою ценность и большое значение для ингушского народа. Это люди, которые ценой своей жизни отстояли мир на земле. Поэтому память о них не должна кануть в лету. Дядя Салмана на Костхоева Багаудин ушел на фронт добровольцем. Он сумел пережить блокаду Ленинграда. Затем уже в 1946 году вернулся на родину. Он мало любил, конечно, о себе рассказывать. Вот неоднократно он был представлен званию Героя Советского Союза. У него 2 ордена славы. Был пулеметчиком. Вот, с первого дня войны служил пулеметчиком. На Пескаровском кладбище под номером 68 у него есть плита, установленная в Санкт-Петербурге. Проект «Дорога памяти» объединит десятки миллионов фотографий и данных фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда. Всех, кто своим трудом и ценой жизни приближал победу над врагом. В Ингушетии посредством родственников, музеев и архива удалось собрать данные свыше 12 тысяч участников Великой войны. С фотографиями, правда, пришлось посложнее. Их оказалось всего чуть больше 260. Ребята в то время нашей национальности принимали участие, насколько они были отважны, насколько они были и преданы. Они это все чувствуют, они это все знают, и поэтому, скорее всего, это все-таки побудило жителей прийти такой с гражданской позицией, потому что кроме них эти данные у нас никто не предоставит. Мы знаем, что многие военкоматы уже не существуют на данной территории. Поэтому нам очень сложно добыть кое-какую информацию. Мы, конечно, делаем запросы в архив Подольск, Министерство обороны, но настолько данные скудны, все это было утеряно. И вот по крупицам мы это все собираем. На сайте Минобороны запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый, у кого в семейных архивах сохранились фото, вещи и документы участников войны, получит возможность загрузить данные о своих родственниках-фронтовиках. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными. Зайти в сайт «Дорога памяти». Вот туда заходите, нужно опубликовать там, закрепить фотографию. После этого вы там пишете историю, если есть звание, фамилия, имя, отчество, место рождения, дата рождения, дата призыва, каким военкоматом был призван, дата гибели или смерти, сведения о награждениях, каким муниципальным образованием, то есть военным комиссариатом было представлены сведения, и субъект
и фотографии тоже. Еще в конце прошлого года активисты военно-патриотического движения Юнармии совместно с поисковым отрядом Ингушетии провели масштабную работу по сбору сведений лиц, так или иначе участвовавших в Великой Отечественной войне. Родственникам павших в далекие 40-е раздавали листовки, куда можно занести всю необходимую информацию о войнах Великой Отечественной. Кстати, пункты приема документов и сведений о ветеранах развернуты в каждом административном центре муниципалитета. Активное участие и содействие в поисках принимает именно Ингушетия. Мы внесли в эту общую копилку фамилии 90 участников, защитников Брестской крепости. Вы знаете, насколько знаково и символично для россиян, для советских людей, как раньше мы говорили, что такое Брестская крепость. И в те далекие времена, когда были преданы забвению имена участников ингушей, защитников Брестской крепости, мы это озвучили. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечения памяти всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы. Поэтому жители Ингушетии должны принять активное участие в этом проекте. 1418 по периметру. Один шаг равен дню войны. 26 миллионов погибших. Мы помним эти цифры. Всего на фронт Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 20 тысяч человек. Это только официальная статистика. Ветераны, кто еще живы, те, кто прошел войну, но не дожили. На дороге памяти они останутся навечно. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Светлана Томова. Новости 24.